Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Каба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. На 1 июня в Международный день защиты детей был запланирован приезд и мастер-класс в Абхазии известного спортсмена, бойца смешанных боевых искусств, бывшего чемпиона UFC, прославленного и очень популярного бойца и спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Трепетные ожидания юных спортсменов, как известно, в Абхазии немало детей увлекаются данным видом спорта, сменились горьким разочарованием. Дело в том, что на днях менеджер спортсмена сделал заявление о том, что, цитата, в связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов с США, приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию отменяется. Таким образом, Хабиб, которого ждали дети, да и что скрывать взрослые, в Абхазию не приедет. Сам спортсмен передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку и выразил сожаление, что из-за сложившихся, независящих от него обстоятельств приехать не сможет. Такие вот дела. Впрочем, все это не ново. Мы помним, как нашим ансамблям запрещали участвовать в международных фестивалях, отменяя их выступления в последний момент. Хорошо осведомлены, с какими проблемами сталкиваются те, кто пытается получить визу в Европу или США, и все это на фоне постоянных заверений Тбилиси о братских отношениях с абхазцами, на фоне всяческих мирных инициатив и шагов по сближению. Вот что написал на своей личной странице на Facebook после отмены приезда Хабиба Нурмагомедова посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Таня. Это не первый случай, когда мероприятия, не имеющие никакого отношения к политике, отменяются или абхазские творческие коллективы не допускаются к участию в конкурсах и фестивалях с подачи Грузии. Вывод здесь один, продолжает Таня. Лозунги грузинских властей о братстве с абхазами и осетинами – не что иное, как лицемерие. Грузинские чиновники живут в параллельной реальности. Они видят развитие Абхазии только в контурах Грузии, а если у нас происходит мероприятие международного формата, истерят. Не стоит обманываться, когда Грузия предлагает очередные утопические инициативы вроде шага к лучшему будущему и тому подобное. Эти все проекты на самом деле не для нас пишутся, а для получения дополнительного финансирования от международных институтов и укрепления имиджа Грузии как жертвы, пострадавшей от России. Конец цитаты. Несмотря на всю эту неприятную ситуацию и, по сути, отмену гуманитарной миссии спортсмена, стало известно, что какое-то количество борцов из Абхазии примет школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортсменов проведет Республиканский комитет по делам молодежи и спорту в июне-июле этого года. Одни из организаторов мероприятия, национальная платформа «Будущее Абхазии», уверены, что несмотря на изменение формата мероприятия и неприезд Нурмагомедова, платформа в скором времени будет широко презентована и будут подведены итоги за последний год. Об этом мы побеседовали с координатором национальной платформы «Будущее Абхазии» Миланой Хашева. Здравствуйте, Милана. Здравствуйте, Арифа. Конечно, новость о том, что Хабиб Нурмагомедов не приедет, многих расстроила. Скажите, планируете ли вы завтрашнее мероприятие как-то трансформировать? Безусловно, учредительный съезд нашей национальной платформы, он состоится, и мы надеемся, что в ближайшее время. Сейчас мы решаем все организационные вопросы, связанные со съездом. Хорошо, ну тогда давайте поговорим подробнее о том, что такое национальная платформа «Будущее Абхазии», для чего она была создана, что она под собой подразумевает. Это сайт, это нечто другое, это гораздо больше, чем это. Вот расскажите, просто это пока для нас что-то такое более абстрактное понятие. Ну, общественная организация «Будущее Абхазии» была официально зарегистрирована в Минюсте Республики Абхазия в прошлом году. Наша национальная платформа, она занимается поддержкой и выявлением талантливой молодежи нашей республики. За прошедший год молодые, перспективные, талантливые молодые люди проходили стажировки, повышение квалификации в Москве. Также поступили в ведущие вузы Российской Федерации. Вот. И также эта платформа координирует такое
конкурс «Гордость Абхазии», который впервые прошел в прошлом году, и прошел он достаточно успешно. Благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии», которое уже несколько лет ведет свою деятельность и реализует достаточно много проектов, которые в том числе направлены на развитие абхазской культуры, абхазского языка. То есть у нас очень много проектов, которые мы реализуем как раз с помощью той талантливой молодежи, которая есть у нас в стране. Еще у меня такой вопрос. Можем ли мы говорить о том, что вот те молодые лидеры, да, которые выявляются благодаря вот работе национальной платформы, они как-то формируют за пределами Абхазии тоже определенное понятие и имидж Абхазии, вот своей учебы, своей стажировки? То есть какие вы имеете связи с другими вузами, с какими-то важными российскими учреждениями? Расскажите, может быть, расскажите о нескольких примерах там сотрудничества или практики, или стажировки. Безусловно. Вот буквально месяц назад студентка Абхазского государственного университета международных отношений Валерия Аршева прошла образовательный курс в МГИМО на факультете управления и политики. Курс ее проходил чуть более 2 месяцев, и я была приятно удивлена, когда получила очень положительную характеристику от имени декана факультета управления и политики Генри Тигранович Сардарян. Также Сандро Делба, тоже он уже выпускник АГУ, он проходил стажировку в Росмолодежи и вот в ближайшее время приступит к работе в Госдуме Российской Федерации. И также у нас, вот, к примеру, я проходила стажировку в пресс-службе администрации президента Российской Федерации. Безусловно, наша молодежь, она формирует имидж Абхазии за ее пределами и формирует благоприятный имидж для нашей республики. И что касается конкурса, о котором мы ранее говорили, «Гордость Абхазии», то победители конкурса уже работают над своими проектами. К примеру, Абзак Свижба, который является советником министра культуры, запустил онлайн-пособие по Апсора, которое размещено на электронной платформе сайта «Будущее Абхазии». Вот, то есть, зайдя на сайт, вы можете увидеть раздел на абхазском и на русском языках, и в конце пособия вы также проходите тест, который оценивает, насколько хорошо вы усвоили то, что изучили. Вот. И сейчас ведется работа над проектом Александра Ачпа по госрасходам. Уже мы на завершающем этапе. Вот. Также Саид Бея, который является помощником секретаря Совета Безопасности Республики Абхазия, он ведет работу над своим проектом. И я с уверенностью могу сказать, что результаты таких молодых людей, они могут только вдохновлять. И в очередной раз доказывают, что у нашей страны есть будущее благодаря таким молодым людям. Милана, вы сама являетесь координатором национальной платформы «Будущее Абхазии», а недавно в соцсетях объявили о том, что наш министр культуры Гудиса Эдуардович Агрба является ее лидером. Вот как разграничены ваши полномочия? О чем это? Вот расскажите. Ну, дело в том, что, как вы уже сказали, я являюсь координатором. Гудис Эдуардович уже является лидером нашей национальной платформы. И дело в том, что все проекты, которые у нас существуют на базе нашей платформы, это и фонд «Послы доброй воли Абхазии», конкурс молодых лидеров, школа молодежного предпринимательства. Это на самом деле это достаточно объемная и сложная работа. И для реализации подобных проектов, безусловно, нужен лидер. И вот им стал Гудис Эдуардович Агрба. Еще интересный вопрос. Школа молодого предпринимательства. Я об этом мало слышала. Что она под собой подразумевает? Школа молодежного предпринимательства, она направлена на развитие предпринимательского духа у подрастающего поколения. Дело в том, что в связи вот с пандемией и с ограничениями, которые были введены в нашей стране, мы не смогли продолжить работу школы молодежного предпринимательства, но в ближайшее время она вновь начнет свою работу. Первая лекция уже проходила, она была на базе... Лекторий все-таки, да, это лекторий, да. Проходила на базе Абхазского государственного университета. Первым спикером школы молодежного предпринимательства был Максим Арценович. И как раз курирует школу молодежного предпринимательства Алмахсит Ося, которая является победителем конкурса «Гордость Абхазии».
Понятно. Ну а теперь о той стажировке, которую вы недавно проходили в Москве. Может быть, вы немножко коснулись этого, просто подробнее, чему вы там обучались и что открыли для себя, что было самое удивительное? Это была одна из самых моих интересных поездок, потому что еще пару лет назад я, наверное, мечтать не могла попасть в пресс-службу президента Российской Федерации. Ам, Очень много нового я для себя узнала, очень многое открыла, но самое главное для меня применить на практике все те знания, которые я успела получить за это время. Работа пресс-службы президента Российской Федерации, она очень многогранна, она очень интересна. Она работает 24 часа в сутки, с 5 утра до 5 вечера, с 5 вечера до 5 утра. И это не может не впечатлять. В первый день моей стажировки я попала как раз на конференц-колл пресс-секретаря Дмитрия Сергеевича Пескова. Вот это для меня было очень интересным. Что такое конференц-колл? В каждый день в одно и то же время Дмитрий Сергеевич отвечает на вопросы журналистов. Вот, то есть они проходят, как правило, аккредитацию, потом допускаются к конференц-коллу и задают любые вопросы. Это не подготовленные заранее вопросы. То есть любой желающий журналист может подключиться к конференц-коллу после аккредитации и задать любой интересующий его вопрос. Также меня поразило наличие департаментов, то есть в пресс-службе президента множество департаментов, там огромное количество работающих людей. Это департамент по оперативной по оперативке, это департамент по связи с иностранными СМИ, это организационный департамент. И их работа, она очень интересная, и я вот в личной беседе Дмитрию Сергеевичу выразила благодарность, потому что коллектив пресс-службы администрации президента, он очень дружный, он очень сплоченный. И когда я первый день пришла на стажировку, меня порадовало то, что каждый из сотрудников старался дать мне максимум информации, принести максимум пользы. Конечно, хотелось бы именно в практике понять, как это все работает. И я очень надеюсь, что в скором времени у меня появится возможность стать небольшой частью на некоторое время этой команды, и тогда я получу еще больше опыта, еще больше знаний. Милана, спасибо вам большое. Желаем удачи и платформе, и лично вам. Спасибо вам за приглашение, Риф. К другим новостям, но из того же теста. На этот раз санкциям, неприятию и игнорированию предлагают подвергнуть известного ресторатора Александра Орлова, который частным образом побывал в Абхазии, гулял по ночному Сухому и выложил пару публикаций в своем инстаграме. Тут же обрушился с критикой на Орлова экс-президент Грузии Саакашвили. Он заявил, что владелец киевских клубов Саша Орлов, дескать, приехал в его родной Сухуми, хотя с чего вдруг Михаил Саакашвили называет Сухум родным, непонятно. Учитывая, что родился и жил он в Тбилиси, дальше жизнь была связана с Киевом, где он учился, с Соединенными Штатами, где женился, и никакого отношения к Абхазии он не имел, пока не случился август 8-го. Теперь же он из Украины, играя на чувствах украинцев и грузин одновременно, произносит уничижительные речи в адрес ресторатора, который, дескать, позволил себе прогуливаться и вообще побывать в Абхазии, где в парках, цитата, убивали украинцев и грузин. Какая избирательная, однако, память у бывшего грузинского президента. Александру Орлову он пригрозил тем, что не собирается больше никогда бывать в тех заведениях, которые ему принадлежат. Бывший президент Грузии считает, что Орлов совершил враждебный акт по отношению к Грузии и Украине. Саакашвили объявил о бойкоте киевских и одесских клубов и заведений Орлова. Точно не хочу, чтобы этот, цитата, низкопробный торгаш получил хоть гривну моих денег. К тому же призываю всех моих друзей, которые болеют за Грузию, и патриотов Украины, отметил Саакашвили. Вот такие вот личные санкции от господина Саакашвили, и опять по той же причине посмел человек приехать в Абхазию. Кстати, вы знали, что в LabQuest есть дисконтная программа лояльности. Это накопительная карта, позволяющая пациентам получать скидки на услуги по лабораторной диагностике. С картой LabQuest пациентам станут доступны еще больше возможностей диагностики. Каждый клиент подключается к системе скидок при первом заказе медицинских услуг. После оплаты услуг останется подписать соглашение и получить дисконтную карту. Также вы можете предъявить ее в лабораториях не только Абхазии, но и по России. А самое главное,
одна карта на всю семью. Нужно лишь назвать номер телефона. Акция действует до уровня лояльности 25%. Одним из самых заметных событий на прошедшей неделе стала авиаблокада Беларуси и запрет большинства полетов над этой страной. Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало авиакомпаниям Евросоюза, а также авиалиниям, не относящимся к странам ЕС, строить маршруты в обход воздушного пространства Беларуси. Такой воздушный бойкот случился после того, как в Минске был вынужденно посажен авиалайнер ирландской авиакомпании, совершавший перелет из Афин в Вильнюс. Официальной причиной посадки самолета в аэропорту Минска было сообщение о минировании самолета, которое в результате не подтвердилось. После приземления этого рейса в аэропорту Минска с борта сняли белорусского оппозиционера Романа Протасевича, основателя телеграм-канала Nexta, разыскиваемого властями Беларуси. Он покинул страну в прошлом году. Вместе с ним задержали его подругу. Этот случай вызвал огромный резонанс, и многие обвиняли Минск в том, что именно арест Протасевича и был главной причиной посадки самолета. Гендиректор ирландской авиакомпании Майкл О'Лири в интервью радиостанции News Talk назвал вынужденную посадку в Минске лайнера, который летел 23 мая из Афин в Вильнюс, государственным угоном самолета. Именно вся эта ситуация и привела к тому, что одна за другой многие страны прекратили свое авиасообщение через Минск или над Беларусью. По сведениям Евроконтроля, наднационального органа, который объединяет аэронавигационные службы государств, чаще всего авиационное пространство Беларуси пересекают Белавия, Аэрофлот и турецкие авиалинии. По данным ведомства, через пространство страны пролетает 339 рейсов только на этих направлениях. Сразу несколько маршрутов, которые чаще всего пролегают над территорией Беларуси, касаются России. Это в частности рейсы между Германией и Россией и Италией и Россией. Россия и российские авиалинии воздушный бойкот Беларуси не поддержали. Росавиация сообщила, что полеты всех российских авиакомпаний в Беларусь и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме. При этом отметим, что уже какое-то время ограничено прямое авиасообщение между Россией и Турцией и нет прямого между Россией и Украиной. Оно как раз осуществлялось через авиапространство Беларуси. Такая вот путаница в небе. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.